Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Культура Башкортостана». Я представляю нашего сегодняшнего гостя, директор Башкирского государственного театра кукол Альберт Альфритович Имамуддинов. Добрый день! Добрый день. Альберт Альфритович, ждем мы вас уже давно. Побывали все ваши актеры уже. Мы говорили о премьере «Золушки», которая состоялась, с чем я вас поздравляю, Спасибо. потому что это была идея безумная, которая воплотилась. Я думаю, Да, что благодаря, конечно, в первую очередь же вам, потому что вы имеете самое большое и главное отношение к театру кукол, потому что вы сами актер театра. Это, наверное, самое важное. Ну и уже декабрь наступил, а значит, что самое большое чудо в нашей театральной Уфе будет происходить, детское чудо, конечно же, в вашем театре. Что готовится, что будет интересного? да, надо сказать, что вот уже буквально приступили и в полную мощь работают все цеха. Художники, бутафоры, Мгм. декораторы. Изготавливаем куклы, декорации к спектаклю «Щелкунчик». У нас этот спектакль в рамках федерального проекта «Культура малой Родины», Мгм. театр детям. Ставят спектакль уже известный для нашего зрителя по постановке «Сказка о царе Салтане» режиссер, художественный руководитель Оренбургского Мгм. государственного театра кукол Вадим Смирнов со своей командой, художник и композитор. Это те же постановщики, которые ставили спектакль «Сказка о царе Салтане». В Мгм. общем, необычная интерпретация, но надо сказать, что, имея в виду, что мы пока не у себя дома, Мгм. мы пока в арендуемых площадках, поэтому немножко адаптируем все наши постановки в этот период под, скажем так, возможности Мгм. тех площадок, где мы будем играть спектакли. Конечно, хотелось бы более развернуто, как мы любим у себя на М. площадке, более масштабно, технологически более усложненнее подойти к постановкам, но тем не менее, пока этот период диктует свои нюансы, поэтому адаптируемся. Но в то же время хочется сказать, что спектакль будет также чудесным, также новогодним, очень интересным, музыкальным, ярким спектаклем. Надо сказать, что это название у нас, насколько вот помним, все наши старожилы, Мгм. первый раз возникает у нас на площадке «Щелкунчик». Надо сказать, что самый кукольный такой Самый кукольный спектакль, один из, да, спектакль, после да. «Буратино», может быть, скажем так. Тем не менее, вот такой вот момент, что в этом году вот обратились к этому произведению. Достаточно интенсивная работа идет, артисты и художественно-постановочная часть очень так скрупулезно, очень щепетильно. Сам режиссер очень, он тоже по образованию и актер, и Мгм. режиссер. В общем, он очень требовательно подходит к материалу, и поэтому артистам очень нравится. И надеюсь, что все, что будет у нас создано, также будет нравиться и нашим зрителям. Но для вас, как для директора, наверное, все-таки самые большие хлопоты, которые в этом сезоне прямо бурлят и кипят, это все-таки связанные с реконструкцией театра. Правильно сказали. На самом деле, самое главное событие Мгм. этого года, скажем так, уходящего этого года и еще целый год в 23 году мы посвящаем реконструкции Башкирского государственного театра кукол, который приурочен также 450-летию столицы Мгм. Республики Башкортостан. Согласно графика строительства, основные виды работ должны закончиться к концу 23 года, к Мгм. концу ноября. Ну и, соответственно, уже мы, заселившись и облагородив прилегающую территорию, приведя все в порядок, будем, очень сильно надеюсь, что все это произойдет в начале 24 года. А этот юбилейный, это же юбилейный год получается? Юбилейный год, нам в этом году 90 лет. В связи с тем, что вот мы выехали из своего Мгм. дома, сейчас вынуждены арендовывать площадки. Ну, основная площадка — это у нас малый зал театра оперы и Мгм. балета, где мы и стараемся чаще играть. В основном все премьеры, спектакли суббота-воскресенье у нас проходят на этой площадке. А также очень плотно работаем также по домам культуры города Уфы. Это детская филармония, химик, ГДК и Мгм. так далее. В общем, в городе очень плотно мы работаем по всем ДК, а также очень достаточно, скажем так, плотный график выездов по республике. Практически нет дня, может быть, когда мы не выезжаем. У нас иногда бывает даже, что по два-три выезда параллельно Мгм. происходит. Очень нас ждут, очень просят привести спектакли, поэтому отказывать мы не можем. И, конечно же, стараемся радовать не только столичных зрителей, но и также зрителей в отдаленных наших районах. Ну,
в этот юбилейный сезон успевается все. И я так всегда радуюсь вашим победам, потому что уже в начале сезона прошло огромное количество фестивалей. Я не успеваю следить. Это не Совершенно верно. только, Все началось с больших гастролей у да. нас. Весной мы провели большие обменные гастроли с Тувинским театром. Это достаточно молодой, в то же время очень ищущий, амбициозный театр Мгм. «Кукол». Очень энергичная компания. Вот ребята приезжали вместе с директором, с режиссерами, с художниками. Соответственно, и наш театр ответно тоже съездил в Туву. Очень нас гостеприимно встретили. Всем очень понравилась самобытная культура. И репертуар достаточно очень разнообразный. Очень много точек соприкосновения. Мгм. У них сейчас тоже готовится реконструкция. Вот, здание, М. где они занимают, оно будет также подвержено ремонту. Будут расширяться у них площадки. В общем, сейчас вот на уровне директоров тоже идет общение. Обмениваемся каким-то опытом, что как будет происходить. В общем, надо сказать, все началось в этом году вот именно с больших гастролей. А дальше уже после летних отпусков, уже когда мы начали новый сезон, мы начали с того, что съездили в город Москву на первый международный фестиваль «Истоки». Мгм. Очень замечательно был организован фестиваль, было очень много гостей и из российских театров, и также зарубежные театры приняли участие. Мы туда повезли название «О чем поет орнамент». Мгм. Достаточно тепло нас встретили. Надо сказать, где-то последние 20 лет, наверное, может быть, даже чуть больше, мы не бывали в Москве. И для нас это был такой, скажем, некий такой творческий отчет. В общем, те молодые ребята, которые работают в театре, они первый раз, кто-то вообще первый Вообще раз в первый раз. Москве был, да, вот такие открытия были, в общем, такие достаточно интересные. Ну, а сама площадка Образцовского театра, это, конечно, самый центральный театр, Мгм. где все технически и по оборудованию все сделано очень обдуманно, где наши все художники, режиссеры все знакомились, как должно работать то или иное оборудование, как работают Мгм. цеха. В общем, было очень много открытий, было очень много полезных знакомств. Надо сказать, что вот это первый фестиваль уже нового сезона. Затем театр у нас побывал на фестивале в городе Актюбе «Ассаламу Мгм. алейкум», где мы уже являемся таким, скажем, одним из постоянных гостей данного фестиваля. Туда мы повезли спектакль малого формата «Гадкий утенок». Достаточно тоже тепло встретили наш театр. Уже знакомство у нас с ними Мгм. крепнет. Общение такое уже достаточно продолжительное, очень радует. Ну и завершили мы скажем, фестивальные поездки данного сезона. Это, значит, мы были в Чебоксарах на фестивале «Карусель сказок». Мгм. В общем, также предложили привести спектакль «О чем поет орнамент». Достаточно были свои нюансы, скажем, на площадке, потому что площадка, опять-таки, была для нас вновь для такого данного Мгм. сложного спектакля, но, тем не менее, адаптировались, и достаточно тепло и очень интересно был воспринят спектакль. Ну, вот пока этот год заканчивается вот такими достаточно хорошими фестивалями, надо сказать, что в связи с пандемией очень много было, не получилось очень много фестивалей посетить и в этом году, поэтому коллектив весь рвался на фестивале, все очень Наверстали хотели все, да. общения, все хотели увидеть, что происходит у нас, у наших коллег, какими Мгм. спектаклями живут разные театры, и это достаточно очень хорошо подпитало нас. Хочу сказать, что вот после открытия, после реконструкции театра, также у нас в планах запустить свой фестиваль театров кукол уже на нашей площадке, уже на новой площадке, которая будет открыта в 2024 году. Ну, в планах. Пока вот набирались опыт, смотрели, Мгм. присматривались, как вообще сегодня можно интересно организовать фестиваль. Альберт Альфредович, я вам хочу сказать большое спасибо и пожелать, чтобы все планы обязательно осуществились и реализовались. Тем более, что хитренькие вы какие. Поездили, посмотрели. Теперь знаете, как грамотно и правильно все сделать. Это же здорово. Совершенно верно, да. Очень плодотворный год, достаточно очень много интересных проектов. Насыщаемся, работаем, творим, ждем завершения реконструкции. Конечно же, всех зрителей приглашаем на наши спектакли. Спасибо. А посмотреть действительно есть, что на любой абсолютно возраст, потому что репертуар у вас огромный. И когда открываешь афишу, просто надо правильно угадать со временем, когда успеть и куда прийти. Я желаю вам только творческого полета. Спасибо вам большое. Спасибо большое.